С понедельника, 6 июня, в Абхазию прибудут две бригады из России. Одна будет производить работы на станции Очимчира, а именно заниматься ремонтом вытяжки четной горловины от станции Очимчиры до Гала. Там есть путь до моста через Галицкую, но он не рабочий. Мы будем его восстанавливать. Он нужен для увеличения пропускной способности станции Очимчира. И плюс будет восстанавливаться по Очимчире пятый путь, приемо-отправочный. То есть сейчас там по Очимчире 3 рабочих путей и нет вытяжки. Это создает проблемы для маневровых операций на станции в связи с тем, что объем перевозок в направлении Очимчира увеличился и необходимо увеличивать пропускную способность. Вторая бригада начнет ремонтные работы со станции Сухума. Их задача в течение 2 месяцев устранить изношенные и разбитые шпалы до станции Очимчиры. А уже осенью планируется запустить вагон-путеизмеритель, который сможет сканировать рельсы по дистанции Сухум-Очимчира и даст точную информацию о длине и состоянии полотна. Но те мероприятия, которые мы планируем провести, они позволят увеличить скорость составов на дистанции Сухум-Очимчира и оборачиваемость составов вагонов на этом участке. Также ранее были проведены работы по увеличению пропускных способностей инфраструктуры АЖД, капитальный ремонт припортовой станции Очимчира, ремонтно-восстановительные работы на втором приемно-отправочном пути железнодорожной станции Тамыш и приемно-отправочного пути станции Дранда. Заменили шпалы, рельсы, стрелочные переводы, скрепления, а также привели в надлежащее состояние полосу отвода. Такой полный комплекс мероприятий позволил нарастить объемы грузоперевозок на дистанции Сухум-Очимчира. Важные работы также были проведены и на участке железной дороги между Гагрой и Цандрыпшем. Там образовался подмыв опорной стены в результате шторма. И, значит, в районе 90 кубов, по-моему, если память не изменяет, были проведены работы бетонные, то есть залито основание. Там работы были связаны с арматурной работой, там обшивка делалась. То есть капитальным образом укрепили эту стену подпорную. В связи с возросшей интенсивностью движения грузовых и пассажирских перевозок Абхазская железная дорога настоятельно просит граждан соблюдать бдительность при пешем переходе или переезде на автотранспорте железнодорожных путей. За 5 месяцев текущего года провезли больше вагонов и грузов, чем за весь прошлый год. И это требует, конечно, проведения специальных мероприятий по обеспечению безопасности. Рост грузоперевозок в первую очередь связан с комплексными работами, которые были проведены в 2021 году. Нужно отметить, что в последнее время очень много заявок на транзит груза через наши порты по железной дороге и в обратном направлении. Однако работники АЖД здесь сталкиваются с проблемами. Здесь проблема в том, что мы не совсем готовы. То есть у нас есть железная дорога, а инфраструктура по переработке грузов, она у нас отстает. То есть для этого нужны современные терминалы, значит, терминальные комплексы логистические, куда могли бы, значит, прибывать вагоны с грузами, перерабатываться современными безопасными способами. Очень интересно в этом плане контейнерное направление, потому что контейнеризация – это такой тренд общемировой, все грузы уходят в контейнеры. И сейчас проводятся работы. Вообще частные компании, которые связаны с железной дорогой или работают рядом с железной дорогой, они в последнее время активизировались. Два подъездных пути частных, один построился, другой строится, это по станции Бзыб. Построен путь по станции Очимчира, там строится, тоже частная компания строит контейнерный терминал. Как добавил Октай Хазириши, в Абхазии от 5 до 6 несанкционированных переездов, санкционированных 4. Из года в год приходится бороться с этим явлением, а именно перекапывать подъезды перед путями, чтобы транспорт не мог переезжать. Закуплены знаки, оборудуются переезды знаками соответствующими. И, кстати, в этом направлении очень серьезная работа проводится по реконструкции этих переездов официальных. То есть сейчас эти сторожки, где раньше стояли дежурные по переездам, мы их ремонтируем, и в течение
До 15 июня текущего года мы планируем на всех 4 переездах, значит, сделать посты. Местные граждане, по 4 человека на каждый пост, и круглосуточно, чтобы обеспечить закрытие шлагбаумов и открытие шлагбаумов. Многие железнодорожные платформы в годы Отечественной войны народа Абхазии были частично разрушены. Следы военных действий остаются до сих пор. Однако совсем недавно станция ГУМа в Сухуми получила новую жизнь. По словам Октая Хазириши, когда на данном остановочном пункте проводятся различные мероприятия, сотрудников АЖД ставят в известность. Предупреждают, значит, нашу службу движения, та дает распоряжение локомотивным бригадам, и они снижают скорость, значит, при приближении многократно дают сигналы, и в этот период, когда у них там мероприятия, мы, значит, специальным образом проводим составы через вокзал ГУМа. Абхазская железная дорога ощущает острую нехватку кадров. По мнению Хазириши, это связано с недостаточной популяризацией профессии железнодорожников у молодежи. Отрадно сказать, что в последнее время, видимо, это связано с тем, что общественность видит и следит за деятельностью Абхазской железной дороги. Видно, что, даже визуально, что поездов стало больше, и стали приходить люди, молодежь приходит, и это вот станция Бзыбь, молодые люди, значит, пришли на работу по Сухому, по Гагре, значит, составителями поездов, дежурными по станции, но мы сначала их прикрепляем к опытным сотрудникам, они ходят, сначала стажировка, дальше, значит, они сдают экзамены, аттестируем им, но это на такие, как сказать правильно, квалификации, которые которые не требуют особой квалификации, то есть серьезного обучения. Но дальше, значит, это первый этап. На втором этапе мы этим людям предлагаем обучение в вузах. Вакансии есть. АЖД готовы принять на работу ремонтников, слесарей и помощников машинистов. В районе 80% была поднята зарплата по прошлому году. Сейчас, допустим, у нас машинисты получают от 40 до 50 тысяч рублей. Помощники машинистов от 35 до 40 тысяч рублей в месяц. Поездные диспетчера тоже 30-40 тысяч рублей. И в зависимости от интенсивности, значит, на тот или иной период премии, значит, выдает руководство. Как добавил Октай Хазириши, приходится привлекать кадры из других стран, например, из России и ДНР. Есть бригады, которые работают вахтовым методом. В их состав включаются и наши сотрудники, и они учатся непосредственно уже на работе. Сария Кварацхеля, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.